В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Через 10 лет Якутску исполнится 400 лет. В этом году горожане отмечают 390-летие города. Как встретить большой юбилей? Как создать комфортную городскую среду и что для этого необходимо сделать? Об этом будут говорить участники форума «Якутск 4.0.0. Старт». Форум состоится с 8 по 11 сентября. Какие дискуссионные площадки будут развернуты? Сможет ли любой житель столицы высказать свое мнение по этому поводу, расскажет гостья студии Анастасия Семенова, исполняющая обязанности начальника Департамента экономики и стратегического планирования города Якутска. Анастасия Александровна, здравствуйте. Добрый день. Но в самом начале, конечно, хотелось бы спросить, вроде такая знаменательная дата будет только через 10 лет, почему форум решили провести именно сейчас? Все мы знаем, что в целях развития нашего родного города, в целях его устойчивого и комплексного развития у нас главой республики в 2021 году издан указ о развитии столицы республики, где определены основные перспективы именно на десятилетие, то есть до 2032 года. И этот форум мы определяем как стартовую площадку, где будут сформированы совместно и с горожанами, и с городской властью единые и подходы, и направления, и озвученные мероприятия, да, которые они хотят видеть. То есть это вот наш, именно почему форум называется «Старт», то есть это вот именно старт мероприятий и тех организационных моментов, которые у нас должны будут по итогу войти в актуализацию нашей действующей стратегии, которая у нас также определена до 2032 года. Поэтому, чтобы понимать, к чему мы движемся через 10 лет, нужно начинать определять основные направления уже сейчас. А по каким темам будут развернуты дискуссии? Всего у нас определено 6 основных площадок дискуссионных, то есть внутри каждой площадки, конечно, будут еще разбиты на более мелкие направления, да, каждая тема. 6 площадок основных – это у нас первая устойчивая и комфортная городская среда. Здесь у нас будут затронуты вопросы и комплексной застройки, и снос и переселение жителей из аварийного ветхого жилья. Также здесь будет обсужден мастер-план нового развития города, который у нас разработан московскими разработчиками. Далее у нас идет площадка, это развитие инфраструктуры. Здесь в основном будут затронуты вопросы отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Это и комплексное озеленение, это строительство линий наружного освещения. Мы должны до 2032 года полностью 100% осветить весь наш город. Это у нас и вопросы водоотведения, наши самые проблемные, да, вопросы. И в целом вообще вся коммунальная инфраструктура, она в целом будет затронута именно на этой площадке. Далее у нас идет транспортная инфраструктура. Здесь будут также затронуты моменты его развития, пересмотр, модернизация маршрутной сети всего города. То есть новые подходы, новые механизмы, да, новые возможности, как мы это видим, как это будет. Будут, конечно, затронуты вопросы социальной инфраструктуры. Без этого никуда, да, самая основная наша часть развития школ, детских садов, в том числе строительства, новые места, образование детей, воспитание, вопросы здоровья, тоже все будет затронуто на этой площадке. Далее идет блок у нас экономика, это драйверы роста. Здесь будут вопросы туризма, развития предпринимательства, как мы, здесь главное нам услышать мнение самих предпринимателей, которые будут принимать участие на этой площадке, выслушать их мнение, как они видят развитие бизнеса через 10 лет, к чему, чего бы они хотели, да, добиться, что бы они хотели увидеть. И последняя площадка – это площадка под названием «Якутск. Город возможностей и идей». То есть здесь у нас уже идет обсуждение вопросов волонтерства, вопросы благотворительности, развитие территориального общественного самоуправления сейчас очень у нас популярно, да, мы хотим развивать это направление. Некоммерческие организации, также их развитие, их механизмы поддержки, как мы можем их поддержать. Вот эти вот 6 основных направлений, они у нас охватывают в целом всю работу форума. Действительно, очень обширные темы, которые затрагивают все сегменты практически нашей жизни. Но в какой сессии примете участие вы и какие основные проблемы испытывает в целом экономика нашего города? Как можно улучшить те или иные направления экономики Якутска и насколько это длительный процесс? Ну, наша основная площадка, конечно, это драйверы роста экономики, да, все, что касается экономических вопросов развития, как я озвучила, туризм, предпринимательство, привлечение инвестиций.
По возможности буду принимать участие во всех площадках, потому что именно мы ответственны в целом за актуализацию, конечно, совместно со всеми, но за актуализацию стратегии предложение будет носиться от нашей структуры. Поэтому максимально постараюсь участвовать везде по возможности. Что касается проблемных вопросов экономики, мы все знаем, что наш город, он существует у нас в суровых условиях. И одним из важных моментов экономического развития является развитие в целом городской инфраструктуры, которая у нас во многом обеспечивает то самое качество, высокое качество жизни наших горожан. То есть от того, насколько у нас развиты дороги, жилищный сектор, сфера услуг, услуги связи, индустрия досуга, это все определяет качество жизни нашей с вами. Этот процесс непрерывный, социально-экономическое развитие, процесс долгосрочный. Поэтому на сегодня мы определяем основные подходы на ближайшие десятилетия, до 2032 года. И в последние годы упор развития и вообще толчок развития экономики города дает именно несырьевой сектор. То есть это у нас отрасль IT, это креативная индустрия. Почему мы говорим о креативной индустрии? Потому что мы здесь говорим о создании такой профессиональной платформы, профессиональных лифтов именно в образовании. У нас сейчас начал работу наш IT-куб, где он охватывает больше 8 тысяч школьников ежегодно. У нас расширяется сеть точек роста в пригородных школах, лабораторий также в пригородных школах. Через участие в различных федеральных программах мы обновляем инфраструктуру цифровую в наших школах. И через 10 лет, в призме 10 лет, мы рассчитываем на то, что эта отрасль даст нам новые рабочие места, порядка 5 тысяч, не меньше. А как отбирались участники для форума и могут ли свои предложения озвучить, например, любой желающий горожанин? Для форума мы приглашаем и федеральных экспертов, это мы ожидаем участия не менее 50. Это будут и представители госкорпораций, и представители общественной палаты, и непременно органы исполнительной власти, которые во многом помогают нам участвовать в тех или иных федеральных программах. Безусловно, это наши местные эксперты. Мы направили более чем 100 приглашений в их адрес, также ожидаем их участия. Конечно, мы приглашаем всех активных горожан. У нас работает сайт форума Якутск 4.0.0, где каждый желающий, инициативный, активный и неравнодушный горожанин может подать заявку на участие, может выбрать площадку, которая ему близка, то есть или где он хочет озвучить какие-то свое мнение, свои предложения. Поэтому, пожалуйста, мы просим всех принимать активное участие. А как будут отбираться предложения и идеи участников форума для претворения их в жизнь? В рамках дискуссионных площадок будут выслушаны все предложения и мнения, которые в конечном итоге у нас будут озвучены на итоговой стратегической сессии. То есть это такая некая презентация перед и федеральными экспертами, перед главой города. Потом этот свод предложений, мнений, идей, он, безусловно, будет рассмотрен непосредственно при самой актуализации действующей стратегии социально-экономического развития города Якутска. То есть любой горожанин, который захочет принять участие в форуме, должен зайти на сайт, зарегистрироваться, еще и подготовить какую-то минимальную презентацию своей идеи. По регистрации совершенно верно. Любой желающий может зайти на сайт, ознакомиться с актуальной программой. Там есть и время, и актуальная информация по спикерам, кто выступает, по какой теме выступает. При желании, и там есть контактные данные и организаторов, и кураторов по каждому направлению, можно будет с ними связаться. Если есть очень сильное желание что-то презентовать и прям выступить с каким-то своим предложением, я думаю, что все это обсуждаемо, это можно сделать. В любом случае ждем как минимум как участников, для того, чтобы принимать именно участие в дискуссиях. А ваши ожидания каковы насчет активности участников? Может быть, уже есть какие-то заявки? Заявки поступают, заявки начали поступать уже неделю назад активно.
Мы ждем к участию, по крайней мере, именно на нашей площадке, ну, не менее 300 человек за общие 2 дня, 8 и 9 сентября. А что, кстати, насчет финансирования? Из каких источников будут финансироваться как раз-таки проекты? Все проекты, учтенные и в стратегии, и в указе главы республики, они финансируются совершенно из разных источников. Да, это и все уровни бюджета, в том числе федеральный бюджет непременно, это и возможности госбюджета, это и наш местный бюджет, это внебюджетные источники, то есть некоторые мероприятия будут осуществлены там инициаторами, да, определенными инвесторами. У нас на сегодняшний день мы участвуем в реализации национальных проектов, да, с участием федерального бюджета. Эта работа будет продолжена. Участие в действующих федеральных программах, да, такие как «1000 дворов», которые сейчас у нас, через которые проходит благоустройство дворовых территорий города. Все эти мероприятия, они непременно будут продолжены, то есть охвачены все возможные источники. А можем ли мы как-то заинтриговать наших зрителей, например, приоткрыть какую-то небольшую завесу тайны? Многие спикеры, наверное, уже подготовили свои проекты. Может быть, вы расскажете в 2 словах о самом вашем интересном проекте, который вы подготовили? Проекте на нашей площадке? Все верно. На нашей площадке будут, ну, у нас интересные темы такие, да, как туризм, развитие предпринимательства. Да. Сейчас у нас эти сферы, ну, мы стараемся в той или иной степени, да, их развивать. У нас будут участвовать федеральные эксперты, которые нам презентуют какие-то совершенно новые подходы, в том числе и по механизмам поддержки этих отраслей. И мы ожидаем, что они привнесут свои инновации, да, какие-то свой новый взгляд, новое видение, и чтобы к 2032 году, через 10 лет, наше бизнес-сообщество и наш туризм, наш инвестиционный потенциал нашей республики, он вышел совершенно на новый уровень. Анастасия Александровна, действительно желаем вам, чтобы этот проект стал большим толчком, чтобы форум открыл множество всевозможных каких-то идей, новых решений, путей и все в этом духе. Спасибо вам большое, что вы пришли, ответили на вопросы. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.